Последние годы в республике активно развивается туристическая инфраструктура. Число гостей, посещающих Ингушетию, неуклонно растет. С начала 2024-го Ингушетию посетили более 65 тысяч туристов. Ожидается, что в этом году внутренний турпоток в республику вырастет на 12-13% к предыдущему году. 126-127 тысяч туристов. Также хотелось бы отметить, что перед началом летнего сезона по опросу и гостиниц, и средств размещения у нас появилась такая хорошая цифра, это 85,5 номерного фонда уже были забронированы гостями и туристами. Особую роль туризма в развитии региона в своем ежегодном послании Народному собранию отметил и глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что в текущих экономических условиях одним из источников пополнения регионального бюджета может стать туризм. В 2023 году внутренний туризм, поток в республике вырос на 10%. В предыдущем году номерной фонд гостиниц увеличился на 17%. Количество мест размещения зарегистрированных коллективных средств увеличилось 1,2 раза. По поручению главы республики Комитет по туризму реализует ряд важных инициатив, направленных на привлечение большего числа гостей в регион. На реализацию прорывного инвестиционного проекта по развитию Армхи для строительства 2 гостиниц и гостиного двора вложено внебюджетных 80 миллионов рублей. Также в следующем году, в начале следующего года, это демонтаж канатной дороги, которая уже присутствует на территории курорта, и строительство новой подвесной канатной дороги. Также это строительство 3 гостиниц, это увеличение протяженности горнолыжной трассы, также создание новых горнолыжных трасс, это необходимая инфраструктура на территории курорта, это и автодорожное покрытие. Одним из ключевых направлений работы стало создание современной туристической инфраструктуры. В регионе активно строятся новые гостиницы, рестораны и кафе, отвечающие высоким стандартам качества. По модульным некапитальным системам размещения это нам дает возможность решить одну из основных 2 проблем развития республики. Это увеличение номерного фонда республики. Мы ожидаем введения к концу 2024 года более 70 номеров. Это более 140 мест размещения, что в свою очередь нам дает статистику того, что по сравнению с 2022 годом, к концу 2024 года номерной фонд у нас планируется увеличить на 27%, благодаря также реализации именно этого нацпроекта. Важным направлением является также популяризация культурно-исторического наследия региона. Проводятся масштабные реставрационные работы на объектах культурного значения. В Ингушетии насчитывается их более 3000. Активизировали работу по восстановлению ингушских родовых башен, комплексов, в основном за счет внебюджетных источников финансирования. Это ежедневный, кропотливый и очень трудный и ценный труд. В 2023 году проведен ремонтно-реставрационные работы с участием благотворительного фонда «Совмар» на 17 объектов культурного наследия. Организуются фестивали и праздники, знакомящие туристов с традициями и обычаями ингушского народа. Реконструируются и благоустраиваются популярные туристические объекты и живописные ущелья. По реализации национального проекта за 2022 год мы видим, что реализованы такие проекты, как Цейлом. Это обустройство локации на Цейломском перевале, которое сейчас стало одной из основных точек притяжения туристов. Также в этом году мы планируем и обустраиваются уже исторически важные места республики, такие как Курган-Абигув, как гора Шамиля. Также благоустраиваются и водопады Фуртохские, Ляжгинские. Большое внимание уделяется развитию экологического и активного туризма. Прокладываются новые туристические маршруты по живописным горным районам. Создаются условия для занятий различными видами спорта. Активно продвигается гастрономический туризм, позволяющий гостям познакомиться с богатой национальной кухней ингушей. Нам была выделена федеральная субсидия в размере 30 миллионов рублей. Эту субсидию мы поделили на 2 направления. Это обустройство туристических маршрутов и проведение событийных мероприятий. По обустройству туристических маршрутов объявлен конкурс.
Сейчас мы принимаем заявки. Результаты будут уже в конце июля. Также по событийным мероприятиям у нас также в начале этого месяца июля объявлен конкурс, и уже в начальных числах августа также будут объявлены победители. Ингушетия становится все более популярным туристическим направлением в России, все более привлекательным местом для отдыха и познавательного туризма. В последние годы в республике улучшается качество сервиса. На территории Республики Ингушетия установлен 21 кемпинг-зона, в которой есть все необходимое для проведения досуга и отдыха как местных жителей, так и для туристов. Это беседки, это мангальные зоны, это санитарные узлы. Появление таких кемпинг-зон, конечно же, влияет, и это хороший толчок для развития автотуризма в республике, потому что люди, которые путешествуют на автомобиле, могут остановиться, смогут провести свой досуг, отдых, провести пикник именно вот в данных зонах. Новые направления в туризме создают дополнительные возможности для развития региональной экономики и повышения благосостояния жителей. Тамара Хашагульгова, Муслим Арчаков, Магаз 24.